Продолжаем эфир телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. Система эскроу счетов будет распространяться и на индивидуальное строительство в России. Некачественный уголь и непривычные температуры на улице привели к авариям на котельных Алдана. Как коммунальщики справлялись с ними? Легенда якутского танца Геннадий Баешев сегодня отмечает 75-летие и 55 лет с начала творческой деятельности. Минстрой России готовит законопроект о счетах эскроу на частные дома. В случае его принятия система будет распространяться и на индивидуальное строительство. Проектное финансирование ИЖС должно увеличить объем предложения на рынке малоэтажного жилья на начальном этапе на 15-25%. К 2024 году объемы строительства вырастут до 50 миллионов квадратных метров, а к 2030 году до 60 миллионов. Механизм, который даст возможность выдавать ипотеку под ИЖС по всем льготным программам на этапе строительства, должен быть разработан к лету нынешнего года. Также в Минстрое назвали значимые факторы для продления льготной ипотеки. Это темпы строительства, поддержка спроса и доступность жилья. Напомним, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия» назвала 24 региона России, в которых продление ставки в 6,5% прошло бы без негативных эффектов. К слову, Якутия в него не вошла. Для алданских коммунальщиков нынешняя зима была непростой. Непривычно низкие температуры, а также не всегда качественный уголь привели к сбою в работе котельных. Но специалисты справились с проблемой в рабочем порядке, рассказывает Руслан Павлов. Календарная зима испытала местных коммунальщиков на прочность. Суровые морозы, порой задержки по поставкам угля, несколько раз подводили работу теплоцентралей на грань фола. Однако работники основного поставщика тепла в районе, общество «Теплоэнергосервис», справились с трудностями. Было разное качество угля, то есть разные угли, и у них разное качество горения. То есть один уголь дает больше шлака, другой меньше шлака. Один теплоотдачу, то есть один не горит вообще, бывает не горит. Вот. А если там смешивать приходилось, в основном, да, качество угля очень много зависит для работы котельной. Весна принесла потепление, а инженерный состав теплоэнергосервиса уже обсуждает объемы предстоящей ремонтной программы и подготовку объектов к новому отопительному сезону. Сейчас в основном уже готовимся к предстоящему отопительному сезону, то есть к ремонтной программе. Какой она будет? На что будет сделан упор? Упор будет это, конечно же, генерация, котельные, тепловые сети, водоснабжение, то есть, все, по-другому никак. Отопительный сезон 2021-2022 годов последний для теплоэнергосервиса. В мае будущего года заканчивается концессия, но поставщик тепла намерен продолжить работу на территории Алданского района. Оно на сегодняшний день рассматривается. Каким оно будет, то есть пока тут все это на рассмотрение. Сейчас сложно ответить и что-то сказать. Кроме того, район продолжает работу по реализации программы «Чистая вода», что дает перспективы не только для обновления коммунальной инфраструктуры, но и новый фронт работ для теплоэнергосервиса. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Обслуживать городской общественный транспорт в Ленске убыточно. Об этом заявил местный перевозчик. По такому поводу на линии не будут возвращаться дополнительные маршруты. Более того, в июле ленским властям придется искать нового подрядчика. А довольны ли горожане нынешним, выясняла Юлия Золотарева. Почти час ожидания и переполненные автобусы. Вот главные проблемы общественного транспорта, считают ленчане. Недовольных пассажиров наша съемочная группа встретила на остановках и выслушала пожелания. Желательно, чтобы почаще ходили автобусы. А какие именно? Вот двойка, например. Вот сейчас будет время час, двойки не будет. А нам на дальний микрорайон добираться тоже целая проблема. Может быть, единица будет ходить когда-нибудь? Тогда бы вообще хорошо было. Не особенно, потому что у нас один автобус звездный только ходит. Как хочешь, вот сюда попадешь, а потом обратно, как хочешь, так и добираешься. Добираться домой кое-как надоело и Павлу Дегтярюку. Ленчанин решил самостоятельно разобраться в деле. Неделю назад обратился к городским депутатам. Рассказал, маршрутов не хватает, как и ночные автобусы и остановки мужчину не устраивает. Перед обращением
была собрана информация, проанализирована и подготовлено письмо, обращение к депутатам. И я его подал. Пока ответа, конечно, еще нету, но они на рассмотрении сейчас. Я звонил им сегодня. Но я думаю, что городские депутаты надавят на нашу власть, что-то изменится и автобусы появятся. Обращался Павел и в республиканский Минтранс. Результат моментальный. Город пообещал вернуть на линию 2 маршрута в час пик, единицу и тройку. Перевозчик же против. Возвращать их на постоянную основу не собирается. Финансов не хватает, а цена за проезд низкая – 26 рублей. Она сейчас должна составлять хотя бы 36-37 рублей. Ну, естественно, такую цену за проезд никто не будет делать. С 2015 года мы подавали ежегодно документы на повышение цены билета, но почему-то районная администрация нам не повышала. Помощи мы так и не получили. Ни от кого. Ни от городской администрации, так как у них нет денег, ни от районной администрации. С весны прошлого года, когда количество автобусов сократили из-за пандемии, городские перевозки стали приносить убытки, говорит подрядчик. Ему невыгодно ставить на линию и обслуживать как минимум 6 машин, которые стоят в резерве. По словам перевозчика, выгоднее стоять, чем работать. Предприятие фактически банкрот. До июля этого года автобусы, возможно, еще будут ходить. Затем городским властям придется найти нового перевозчика. Совещание по этому поводу пока не проводилось. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В технопарке Якутия прошло расширенное заседание Высшего инженерного совета региона. Во всероссийском конкурсе «Инженер года-2020» приняло участие более 70 тысяч человек практически со всех регионов России. Дипломами и памятными медалями в номинации «Профессиональные инженеры и инженерное искусство» наградили 245 и 165 участников соответственно. Лауреатами всероссийского конкурса стали 6 специалистов из Якутии. Накануне их наградили и вручили сертификаты. Получил сертификат в части электроэнергетики за разработанное программное обеспечение, которое контролирует технологический процесс, протекающий на объектах ПАО «Якутская энерго». В частности, Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2, ТЭЦ. Он позволяет легко расширяться на любые объекты. С 18 по 19 марта в Северо-Восточном федеральном университете состоится форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России». Мероприятие запланировано как драйвер года науки и технологий в России. Участники затронут наиболее актуальные вопросы развития науки и высшего образования в стране. Ожидается участие ректоров всех 10 федеральных вузов. Форум пройдет в гибридном формате. Студентов профессиональных колледжей планируют обучать сразу нескольким смежным специальностям. Это позволит им быть более конкурентоспособными на рынке труда. Соответствующие поправки в закон об образовании в России, предлагающие разрабатывать стандарты не только по профессиям, но и по их укрупненным группам, Госдума планирует рассмотреть в марте. Так, например, расширяются профессиональные возможности токаря-универсала. Теперь профессия будет называться токарь с числовым программным управлением. Если раньше таким специалистам приходилось работать в основном руками, то сейчас процессы автоматизированы с помощью современных технологий. Сейчас очень много возможностей для современных наших сегодняшних школьников, для наших студентов, да и для всех категорий населения, потому что не секрет, что сегодня рынок очень быстро меняется, требования работодателей в связи с технологическими изменениями в производстве тоже усложняются, повышаются, и поэтому у каждого человека есть возможность в любое время переквалифицировать свои трудовые навыки, приобрести новые компетенции и быть востребованным на рынке труда. Совет якутского землячества в Москве снова возобновил очную работу. Впервые с начала пандемии наши земляки смогли встретиться в офлайне. Главной темой обсуждения стало празднование столетия якутского комсомола. В Москве проживает более 500 якутян, которые состояли в рядах ВЛКСМ. Основные торжества пройдут летом, 12 июня, во время традиционного празднования Эсэха в Коломенском. Будет сделана огромнейшая выставка, будет отдельный блок концертной программы. До этого будем проводить онлайн-концерт
посвященный комсомольской песне. Участников тоже есть много. Ну, естественно, как всегда, мы обращаем большое внимание молодому поколению. И будут проходить мероприятия, встречи в библиотеках и в школах подшефных. Для студентов планируется организовать слет в санатории без Чегда. Также организаторы готовят небольшие сувениры для всех ветеранов комсомольского движения. Легенде якутского танца, основателю государственного ансамбля и Национального театра танца Геннадию Баишеву сегодня исполнилось 75 лет. Также он отметил 55-летие творческой деятельности. К его юбилею Национальный театр Республики 16 марта представит спектакль «На краю Айкумены». Также пройдет премьера видеофильма под названием «Геннадий Баишев. Легенда якутского танца». Его можно будет посмотреть на YouTube-канале Театра танца. Нерюнгринец Роман Щетников принял участие в 2 забегах по ледовой трассе во Владивостоке и в Преамурье. Оба соревнования принесли призовые медали в копилку спортсмена. О чемпионате расскажет Ирина Кичигина. В ледовом полумарафоне во Владивостоке приняли участие около 1000 спортсменов. Наш легкоатлет стал 3-м в забеге на 10 километров. Несколькими днями позже Роман Щетников был уже в селе Ивановка, где на специально проложенной трассе в полумарафоне «Бег к мечте. Лед» приняли участие более 150 спортсменов. Наш легкоатлет на той же дистанции стал лучшим и занял 1-е место. Сложность таких соревнований в том, что мешают погодные условия. Это сильный ветер или, например, небольшое потепление, когда на трассе, кроме наледи, образуются ямы вперемешку со снегом и водой. Но тут помогла хорошая подготовка спортсмена. Это и силовые нагрузки, и тренировки на улице как летом, так и зимой. В целом, участие в марафонах оставило у Романа самое приятное впечатление. В этих соревнованиях мне запомнилось, это вот организация очень хорошая. Все было на высшем уровне. Отношение к спортсменам вообще великолепное. Всем добежавшим давали медали. Очень было приятно всем. А после финиша всех накормили полевой кухней. Чай горячий, булочки очень вкусные. Дома Романа всегда ждет дочь Алиса, которую папа решил тоже приобщать к спорту, и в свои 4 года она занимается карате. В соревнованиях на зимнем кубке Деда Мороза она заняла 1-е место, и уже в середине марта ее ждут новые соревнования, которым папа помогает готовиться дома. Молодец. О. Сколько вы так можете стоять? До 500. Да, по-разному. И 1, 2, 3, 4. Возможно, мы еще услышим имя Алисы Щетниковой не как дочери чемпиона, а как самостоятельной спортсменки-победителя. Роману желаем не останавливаться на достигнутом, а мы будем и дальше следить за успехами своего земляка. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.